На территорию Нерюнгринского района на сегодняшний день прибыло 493 человека из Восточной Украины. Сегодня нерюнгринские службы и предприятия оказывают помощь в оформлении документов и трудоустройстве. Продолжение в сюжете Екатерины Павловой. На сегодняшний день 211 человек, прибывших из Украины, получили статус временного убежища. 80 из них обратились в Центр занятости за помощью в трудоустройстве. При помощи Центра занятости 23 человека уже трудоустроены. В своем большинстве это мужчины. Им предоставили работу в компании «Колмар». Женщинам работу предоставляют в учреждениях образования, больницах, а также устраивают в частные предприятия. Мы предоставляем информацию о рынке труда, о вакансиях, какие зарплаты, проводим какое-то предварительное собеседование с работодателем о возможности трудоустройства после того, как человек получит разрешение на работу. Компания «Колмар» – одна из тех, кто активно помогает беженцам. По всей России они работают с центрами занятости, отбирают работников для угольной промышленности. 25 семей прибыли в конце августа по заявке компании «Колмар». Им предоставили уютное общежитие, помогают оформить документы. Также руководство компании предусмотрело своего рода подъемные. По прибытию людям оплачивают сразу проезд, выделяется койко-место. В последующем компания частично компенсирует своим работникам затраты на аренду жилья. Мы полностью при устройстве на работу платим каждому из работающего по 10 тысяч рублей. Это на первое время. И после начала работы у нас в обязательном порядке уплачивается аванс. Все льготы, которые сегодня присутствуют для условий Крайнего Севера, платим все надбавки, все коэффициенты в обязательном порядке. Семья Стаценко прибыла из города Антрацита. Родной дом и нажитое имущество оставили и перешли границу, чтобы спасти свои жизни и жизнь ребенка. Мы с балкона наблюдали, как истребитель бомбил в 2 километрах от нас блокпост. То есть, побоялись за жизнь своего ребенка и поэтому решили приехать сюда. В Нерюнгри прибыли по приглашению компании «Колмар». Семью сразу поселили в общежитие, помогли оформить документы. Дмитрий, глава семьи, проходит медосмотр. На следующей неделе выходит на работу. Все понравилось, уютно, и печка, и стиральная машинка. То есть все как дома, в принципе. Помогают с документами, подсказывают, что, куда, как. Семья Синьок потихоньку обживается в съемной квартире. Александра устроилась работать в Южно-технологический колледж преподавателем по специальным дисциплинам. Муж Сергей – слесарем в угольную компанию «Колмар». Прибыли они из города Красный Луч Луганской области 10 июня. Вынужденным переселенцам ехать было некуда. По интернету смотрели, где есть вакансии. С 2 детьми прибыли в Южную Якутию. Главу семьи сразу пригласили работать в компанию «Колмар». Сегодня жизнь для этой семьи постепенно входит в привычное русло. Чита не жалеет о своем выборе. Дети устроены в садик и школу, крыша над головой и работа есть. Подписали перелетные затраты наши, вернули. Помогают с оплатой квартиры. Так вот, в таком все, пока что все достаточно хорошо. Надеемся, в скором получим первую заработную плату. Отметим это семейным своим кругом. Я думаю, что будет хорошо. Разные люди с разными судьбами, но всех их объединила одна трагедия, и имя ей – война. Бросив родной дом, имущество и прошлое, приехали в никуда. Со временем все устроится, и жизнь пойдет своим чередом. Нерюнгри станет для кого-то из них родным домом. И сегодняшняя помощь нерюнгринцев для братского народа стала спасательным парашютом. Екатерина Павлова, Семен Амосов, НВК «Саха-Нерюнгри».